Деревню Янагушево, что находится на северо-западе Башкортостана, называют родиной 20 озер. Это Щучье озеро самое красивое и целебное. Испокон веков здесь запрещено, как говорят в народе, мочить ноги, то есть купаться, а воду можно использовать только для питья. Когда-то это тихое, укромное, плодородное место стало землей обетованной для татарского народа. Именно сюда в 1688 году переселилась группа служивых татар под предводительством Акберды Бикбулатова. По данным первой переписи, в деревне Янагушево проживали свыше 2000 человек. И что самое удивительное, за прошедшие почти 500 лет коренной народ не был подвергнут ни межэтнической, ни межконфессиональной ассимиляции. Во всей деревне и сегодня, а это почти 500 человек, превалируют только две фамилии – представители двух древних родов – Бикбулатовы или Загитовы. Исем фамилия ничего. Загитов, Рафаэль, Радикова. Синда Загитов мы. О том, кем был их знаменитый родственник, все Загитовы в местной школе знают не понаслышке. В деревенском музее, который начали собирать еще в прошлом веке в честь знаменитого односельчанина, директор Айрат Загитов показывает небольшую, но очень ценную экспозицию. Вот аттестат с 4 и 5. Гази Загитов учился прилежно, был немногословен, но с детства рос неугомонным и бойким, грозой парней из соседних деревень. В деревню под страхом заполучить синяк под глаз боялись заходить чужаки. Он мечтал стать врачом и даже 2 года успел проучиться на медбрата. Но началась война. С первых же дней наравне со взрослыми 19-летний еще вчерашний мальчишка бесстрашно рвался в бой. Первую же награду Гази Загитов получает в 42-м. В его арсенале были практически все самые ценные боевые награды. Медаль за боевые заслуги, за отвагу, 2 ордена славы и орден Красного Знамени. Довольно-таки физически подготовленный, небольшого роста, умел ориентироваться и в ночное время, и в дневное время. Войну прошел в разведке, и в разведке, служа в разведке, он не был ранен ни разу до вот этого 30 апреля 1945 года. Он дошел до Берлина в составе штурмовой группы добровольцев, которые должны были захватить Рейхстаг. К вечеру 28 апреля капитан Маков, сержанты Загитов, Минин, Лисименко, Бобров ворвались в здание немецкого парламента. Запертую дверь выбили бревном. Позже один из участников тех событий, старший сержант Минин, в своих воспоминаниях напишет: «Впереди нас бежал Гази Загитов. Он захватил с собой фонарик и освещал нам путь. Через слуховое окно мы выбрались на крышу, и в темноте мы увидели скульптуру. Огромная фигура женщины в короне. Мы закрепили знамя в короне бронзовой великанши. Было 22 часа 40 минут». Это случилось за 4 часа до официальной версии установки Красного Знамени. В тот же вечер, уже после военной операции, Гази Загитов был тяжело ранен. Но даже с простреленной грудью он не оставил свой пост. Рейхстаг охраняли до победного. 1 мая 1945 года вся группа капитана Макова, в том числе и Гази Загитов, была представлена к высшей правительственной награде – присвоению звания Героя Советского Союза. Но этот наградной лист, оригинал которого до сих пор хранится в архивах Министерства обороны, маршал Советского Союза Георгий Жуков, увы, не подпишет. Когда говорили, что это военная тайна, она должна была оставаться и тайной. Было принято решение Верховным командованием, что Егоров и Кантария водрузили знамя победы. После войны Гази Загитов вернется в родную деревню, возглавит сельсовет, женится, у него родятся 2 детей. О своем подвиге он не расскажет никому. Только отцу он как-то признается: «Скоро вы кое-что обо мне узнаете». Но это ожидание для него оказалось слишком долгим и слишком мучительным. Свою заслуженную награду Гази Загитов при жизни так и не получит. Для человека, который прошел через все пекло войны, в мирное время у судьбы будет свой приговор. Трагедия произошла вот на этом участке автодороги, буквально при выезде из деревни. В этот день лил сильный дождь, и Гази Загитов уступил свое место в кабине беременной женщине, а сам перебрался в кузов. Он решил надеть свой плащ-дождевик буквально на ходу. В это время машина резко подскочила на кочке, и Гази Загитов выпал из кузова. Так гласит официальная версия трагедии, в которую, кстати, ни родные, ни близкие не верят до сих пор. Ошондой хал келип чыкууга мына менин
Юракны йонтрады бейтсен давланды, бик кыйын хал. Или чынчылы шу тыныш тормыш, эш дәүрендә кызу эш барган вакытта шундай хал ишетелеп, ул тын калган. Бу фотографияда минем әти белән Гызия абый төшкәннәр инде. Менә бу сезнең әтиегез? Менә бу әти минем Сагыдулла Казхан улы 17 елгы, менә энекәш инде Гызия абзый 21 елгы. Сагидулла Загитов был старше Гази на 4 года. Братья росли неразлучными. Оба ушли на фронт, писали друг другу письма, оба вернулись живыми домой. После трагической смерти мать Гази Загитова ослепла от горя. Она проживет еще 16 лет, но каждый день будет вспоминать своего сына, которого пощадила война, но который пал жертвой обстоятельства в мирное время. Старший брат Сагидулла сохранит этот отчий дом, как память о своем великом брате. Он покинул этот мир пару лет тому назад. Теперь эту миссию по крови продолжает нести его сын Рамиль, племянник Гази Загитова. Политика. Хәзер шулай дип үлбеженде. Элеккенә бит инде. Алайса үз үлеме белән үлмәгән ул? Әйе, бөтен кешедә менә кемнәр аны белгәннәр, кемнәр ул вакытта булганнар, дары шул машинада булган кешеләр әйткәннәр инде. Что не түгел. Случайно түгел инде. Ему было всего-то 33 года. Расследование трагедии не проводили. Родители отказались от вскрытия. Мол, не надо тревожить его душу. И все же это был несчастный случай. Или все-таки Гази Загитову кто-то помог унести его военную тайну в могилу. В этом можно было бы усомниться, если бы не одно обстоятельство. В мае 1945 года, согласно историческим документам, над Рейхстагом было установлено свыше 40 знамен. 187 человек были, как и Гази Загитов, представлены к званию за штурм немецкого парламента. Из них только 10 человек получили Героя Советского Союза. Золотая звезда Героя, по сути, так и не нашла до сей поры ни одного из тех, кто действительно был первым. Более того, судьба многих участников тех великих событий оказалась трагичной. Григорий Булатов, еще один татарин, установивший флаг на стене, после войны покончил жизнь самоубийством. Без вести пропал за границей эмигрировавший в 60-е непризнанный герой Михаил Габидуллин. Михаил Пачковский, Семен Сорокин, у многих неофициальных знаменосцев жизнь обрывается внезапно. Многие так и не дожили до признания, многие при жизни так и не смогли вкусить этот вкус славы. 30 апреля 1964 года в газете «Комсомольская правда» выйдет статья «Знаменосцы», где впервые будут опубликованы имена всех героев, в том числе и имя Гази Загитова, спустя 11 лет после его смерти. В 1994 году Ленинградский совет ветеранов и Институт военной истории вышли с ходатайством о присвоении звания Героя Российской Федерации всей штурмовой группе капитана Макова. Но комиссия по наградам при президенте России отказала в удовлетворении ходатайства. В 1997 году общественная организация «Постоянный президиум съезда народных депутатов СССР» присвоил Гази Загитову звание Героя Советского Союза посмертно. Эта награда не имеет государственного статуса, но это ничуть не умаляет значения для народа подвига его великого сына, первым поднявшего ввысь символ победы. Зира Юзаева и Андрей Ключников. 7 дней.